Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 20 июля 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Карта для отношений, для работы, для финансов. Очень успешный день. И итог дня. Итак, у нас выпадает карта шестерка жезлов как основная, как главная, да, карта дня. А это значит, что мы сегодня действительно будем в центре внимания. К нам все будет идти в руки. Сегодня у нас какая-то тут добрая репутация, да, о нас хорошо говорят, нас хвалят. Мы можем закончить какой-то важный проект, победить вот во всем в том, что для нас важно. Причем это будет победа такая приятная, да, не когда мы вызываем там зависть, допустим, да, или не тогда, когда люди как-то негативно могут реагировать на то, что мы делаем, да, а вот именно здесь какая-то общая победа, и мы как главное действующее лицо, да, то есть очень хороший день. Вообще шестерка жезлов карта такая солнечная, оптимистичная, когда приходят хорошие результаты, мы добиваемся поставленных целей и так далее. Карта говорит о том, что мы прям можем себя показать сегодня. Здесь может быть решение каких-то вопросов, связанных с начальством, допустим, на работе. Или, может быть, здесь решение вопросов с путешествиями, допустим, поездки. Никак не могли, допустим, вы получить разрешение или там купить билеты, или было неясно там число, дадут отпуск, не дадут, сможете, не сможете поехать. Вот здесь решается этот вопрос. Кроме того, сегодня могут быть покупки какие-то необычные или крупные покупки, или статусные покупки. Может быть, какие-то выигрыши. Может быть, вот по экзаменам, может быть, если кто-то сдает экзамены, очень успешно, удачно, кто-то защищает диплом, да, может быть, защищает курсовые работы или еще что-то в этом роде, тоже очень успешно. А также карта говорит о том, что, может быть, какие-то предсказания, которые делались вам раньше, сбываются в этот день. Или сны, допустим, снятся, да, и вот он реализуется в этот день сон так, как вот вы и ожидали, очень счастливо. Вообще счастливые возможности, удача, очень хорошая карта. Также здесь еще есть возможность, знаете, может быть, продвижение дальнейшего, да, может быть, для кого-то это назначение на новую должность, для кого-то это новый проект, кто-то решится на свое дело, может быть, потому что рядом у нас лежит королева жезлов, да, это когда мы контролируем ситуацию, когда мы хотим продвигаться дальше, расти, когда у нас много планов, в общем, либо у нас есть люди, которые нам помогают в этом. Что будет мешать? Будет мешать девятка пентаклей. Это как раз, знаете, когда мы достигли чего-то и на этом остановились. Да? То есть нам хорошо, мы довольны, нам всего хватает, и как-то расти даже и не хочется. Да? Но вот хороший день для того, чтобы продвинуться, не стоит эту возможность упускать. Ну и также вот по этой карте нас очень уважают, нас, как знаете, ценят как специалиста, как человека, да, и мы можем здесь вот немножко возгордиться. Вот это тоже не нужно. То есть, если даже мы чего-то достигаем, добиваемся, это всегда результат совместной работы с кем-то. Об этом нужно помнить и не присваивать вот все заслуги только себе. Нужно делиться, да, как бы скажем, доброй славой и репутацией с теми, кто с вами вот вместе добивался каких-то вот этих важных поставленных целей. Для отношений выпадает карта Луна. Эта карта очень хорошая для того, чтобы строить какие-то теплые взаимоотношения, стараться друг друга понять, как-то по душам разговаривать, для того, чтобы вечерами, допустим, собираться всей семьей. В общем, очень такая комфортная карта, когда мы собираемся все за столом, когда мы так приятно общаемся, поддерживаем друг друга, да, вот когда нам очень спокойно и гармонично рядом друг с другом. Эта карта такая вот, карта дома, да, карта семьи. Для тех, кто в поиске
партнера, вот есть возможность встретить человека, который действительно будет подходить для отношений. Человек оптимистичный, который уже, в принципе, многого достиг. Он и зарабатывает, у него хорошее положение в профессии, да, и вообще человек, с которым очень весело, приятно, такой человек-праздник. И вот с ним тоже можно построить в дальнейшем отношения серьезные. Ну, кстати, эта карта и для вас тоже совет, чтобы вы тоже себя проявляли ярко, чтобы вы тоже были оптимистичны, да, чтобы у вас был такой настрой, чтобы с вами рядом хотелось находиться. Для тех, у кого уже есть пара, девятка пиковая, карта говорит о том, что у вас все стабильно, у вас все спокойно. Вот, знаете, такая прочная, крепкая семья с планами на будущее, да, может быть, тут детский вопрос какой-то решается. А также карта говорит о том, что у вас, знаете, может быть, один из партнеров будет как-то ошибаться в чем-то и стоять на своем, то есть очень трудно будет его понять, да, и вот, может быть, вам нужно будет проявить настойчивость, решительность для того, чтобы он все-таки вас услышал и вы смогли договориться. Но то, что вопрос нужно решить, это 100%. Нельзя сегодня оставить что-то невыясненным, нельзя что-то скрывать. Вот обязательно по окончании дня надо, чтобы все вопросы были решены, чтобы между вами было полное взаимопонимание. Для тех, кто в ссоре, король бубновый говорит о том, что вам может помочь либо путешествие какое-то, да, либо, может быть, просто какой-то подарок сделать своему близкому человеку для того, чтобы вот как бы лед тронулся, скажем так. Для работы выпадает императрица. Это замечательная карта, когда мы чувствуем себя на своем месте, нам комфортно на работе, когда к нам прислушиваются, когда мы и оплату хорошую получаем, и проекты у нас все ладятся, и нам все помогают. То есть очень такая хорошая карта, тем более она старший аркан. А для тех, кто в поиске работы, вот как раз, может быть, кто-то из семьи вам может помочь устроиться на работу, да, может быть, это как бы по женской линии, да, может быть, мама, там, тетя, сестра, кто-нибудь, либо это просто карта, когда вы встречаете, допустим, приходите на собеседование, да, видите руководство свое, и вы друг другу понравились, то есть вы чувствуете, что это ваше место, вас берут, да, то есть очень хорошая карта для устройства на работу, для дальнейшего роста, для того, чтобы долго здесь оставались на этом месте работы. Для тех, у кого уже есть работа, девятка червовая, говорит о том, что для вас как раз новые перспективы открываются в делах, либо, может быть, назначение, либо протекция какая-то, продвижение вас, да, помощь какая-то вам в делах. Может быть, какая-то новая информация для вас придет от руководства, которое вас порадует. Может быть, руководство меняется, да, вот по этим картам очень часто перемены идут. Также вообще новые люди могут приходить в коллектив или новые клиенты какие-то, допустим, если вы работаете с клиентами, очень важные, да, которые тоже как-то определяют и вашу зарплату, и ваше продвижение по карьере. Для тех, у кого свое дело, карта говорит о том, что у вас есть замечательная возможность для того, чтобы, знаете, чувствовать себя хозяином положения, тоже вот такой комфортный какой-то день, все вам помогают, вас все уважают, вы решаете все свои вопросы. Кстати, по этой карте очень часто приходит какая-то помощь, может быть, здесь кто-то из членов семьи, допустим, вам какую-то помощь оказывает, может быть, здесь просто... На работе вы как дома, да, вы чувствуете себя очень комфортно, вы как будто бы, знаете, такую полноценную жизнь проживаете на своей работе, да, какие-то новые возможности могут приходить, придется, может быть, делать какой-то выбор, может быть, придет к вам родственник проситься на работу, да, и вот вы будете думать, можно ему вообще, можно его оставить у вас или отказать ему лучше. Какой-то выбор придется вам делать. Но, в принципе, день такой довольно-таки гармоничный, хороший для тех,
кто своим делом занят, да, может быть, еще знаете что, просто недостаточно информации, я достала еще карту, может быть, вам придется как бы слишком задерживаться на работе, да, и может быть даже, ну, скажем так, в общем, знаете, гораздо больше работать придется, чем в другие дни. Как будто бы и времени здесь у вас на это больше уходит, и сил вы больше тратите, и кто-то вообще там до поздней ночи задерживается на работе или просто занимается делами рабочими до поздней ночи. Денежки у нас по старшему аркану влюбленные. Карта говорит о том, что деньги приходят от партнерства, от соглашений разного рода, да, и просто может быть как подарок какой-то вам от судьбы. Давайте посмотрим, что ждет тех, у кого зарплата. Валет червовый, скорее всего, ваш партнер или кто-то из семьи получает деньги, так как они у вас общие, да, получается, что и у вас тоже деньги приходят. Для тех, кто занят своим делом, зарабатывает своим делом, десятка червовая. Карта говорит о том, что тоже какие-то партнерские отношения, от близких людей какие-то деньги зависят ваши, да, то есть тоже карта говорит о том, что деньги не столько ваши, сколько близких людей, либо они помогают вам в зарабатывании денег. И по итогу дня выпадает девятка жезлов. Карта говорит о том, что вам именно сложно будет сделать выбор. Может быть, в течение дня вы будете думать, как вам лучше себя вести, с какими людьми общаться, какую работу выбрать, какое направление, да, или, может быть, еще какие-то вопросы, связанные с выбором. И вот в конце дня вы все-таки этот выбор сделаете, вы решите, как вам лучше быть дальше, может быть, по результатам дня, да, как-то само собой все сложится, что вам будет понятно, как вам действовать дальше, куда идти, да, куда направляться, какие будут у вас цели и планы, и в каком направлении двигаться, с кем жить, быть и так далее. То есть вот день такой, знаете, самоопределение, да, день выбора. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.